держать и смахаться шухами. Будем семки лускать и гонять комаров. Будем песни спевать для червоных панов. А все родное свищем своими руками. Спи, пи горелку, гуляй. Северо-запад и край. Зараз слово представляется старшине Могилевской областной организации Белорусского народного фронта Федорову Анатолию Федоровичу. Шановні сябри, поважані могилівчані, щиро віншую вас з цим світлим святом. Жадаю вам щастя, добробиту, успіхів во всім, що буде в вашому житті. Я впевнений, що тут зібралися сьогодні прийти по різним обставинам, а не то, що ви тут свідчить про те, що батьківщина буде у будь-якій ситуації оборонена. То є люди, які готові постояти за її незалежність, не глядячи на всі діяння владів, на цей терор, який сьогодні відбувається по відносинам до нашої білоруської культури, до наших патріотичних сил. І покуль ми є, Білорусь буде жити. Будемо жити ми. Покуль є хоч один білорус, який змагається за її незалежність, у Білорусі буде будучиня. І це є саме головне, це повинен зрозуміти кожен. Ворогу нам не перемогти. Я не можу часово мешать нам отбудовывать свою державу. Они часово могут мешать отбудовать нам свою экономику. Они часово могут помешать нашему народу усвідомить себе як народ, усвідомить свою історію і свою культуру. Але за ими нема будучині. Народный фонд. Але прошу час, прошу короткий час, можно сказать, але все-таки заподавали представников, люди, які стояли в високу, этого великого форта, держали Беларусь, вошли отдельно, Белорусского народного республики, на 29 даже большинство ваших полномочий, а если нет, то не выступать тем, я не хочу, бывает, это держать зараз переважно короткий час, я исполняю время короткий час, Александр Лукашенко, на жаль, вырос за нашу Россию, вырос за нашу землю. Я думаю, короткий час, Бог нам допомагає в нашій пані. Бог допомагає у нашій пані. Я сподіваюся, що короткий час, а сегодня это дата, которая позволяет нам еще раз фото разуметь, что мы белорусы, что мы наши, и мы сможем жить, как Польша, сможем жить, как Литва, Латвия и Эстония. Живо, Беларусь! Даже слово представляется Братья и сестры, сегодня каждый из вас, независимо от того, какой деятельностью он занимается, независимо от того, какой пост занимает, какими располагает
чтобы всего этого нам избавиться. В этом году у нас есть Не хватить всем сказать, що Міністерство нічого не потребувалося. Усі гроші ми могли знайти самі. А ті, хто потребувалося дозволу. Не дозволили. Навіть математики на білоруській мові бояться. Говорять, нібито не прийдуть діти. Ми провели таку олімпіаду в Могилеві на обласному рівні вже 2 рази. Діти приходять, діти ведають мову, діти хочуть на ній виконувати навіть математичні завдання. Хочуть, але от у Могилеві дозволили, а у Менську не дозволили. У нас у Беларусі не існує дагэтуль ні одної вищої навчальної установи белорусскомовної. І товариство белорусской мови змагається за те, щоб перший такий університет белорусскомовний був відкритий. Уже собрано по Беларусі коли 15 тисяч підписів. Нам не дають можливості відкрити один тільки белорусскомовний клас. Діти есть, наставники есть. Треба знайти тільки помешкання. Не знаходяться. Ми говоримо, добре, ми самі знайдемо помешкання, дайте тільки дозвол. Не дають дозвол. Не дають. То правда, як можна назвати тих людей, які не дають людям говорити в народній мові? Я думаю, що лед нашої мови, лед нашої країни хутко зміниться. Зміниться, коли ми того хочемо. А ми того хочемо, тому що ми збираємося, ми вже бачимо, що ми починаємо розуміти, що покуль ми не вийдемо на вулицю, покуль ми не покажемо то, що ми хочемо, не скажемо, що ми потребуємо. Нету Сталина! Поэтому даже великий вам дякую, становится правительство Светова. Две Беларусь! Я не хочу, как бы этой осенью отбылись выборы у некий там союзный парламент, потому что это початок конца нашей краины. Я не хочу, как праз 10 год наши войсковцы и те же самые милицианты поехали в Новую Чечню, у некий там Таджикистан. Я не хочу про 50 год прочитать у подручнику по истории своего внука, что Беларусь это придумка кучки националистов. Я не хочу, тому я тут. Я думаю, что больше из вас поделяет мои погляды, и тому я уверен, что Беларусь жила и будет жить. Живе Беларусь! Слово сказать несколько слов от имени частных предпринимателей нашей республики. Почему-то многие частные предприниматели боятся слова политика, боятся идти в политику. Но являясь независимыми людьми в диктаторском, при существовании диктаторского режима, ни один режим не может дать нормально существовать и нормально жить людям, которые являются как бы в чем-то независимым от государства. То есть сейчас индивидуальные предприниматели мелкого бизнеса, которые абсолютно не завися от государственных вложений каких-то, независимо от кредитов, то есть за свои деньги работают, не просят ни у кого работы, работают и вносят в казну республики, вносят определенные и не такие уж малые суммы. Этих предпринимателей начали душить, потому что они боялись политики. Боялись политики, а политика делает экономику. Поэтому и наш режим, наши власти приняли очень крупные большие шаги против предпринимательства. Как душили рабочих и как ввели 29-й декрет, который позволяет всех сделать на коротком поводке, то есть всех посадить на контракты, чтобы ни один рабочий не мог сказать ни одного слова, так и предприниматели стали душить различными законами, сделав из всех преступников. На сегодняшний день, вы знаете, предприниматели нашли силы, чтобы отбить непомерный налог, который, не продумав или подумав, но специально ввели, чтобы задушить все предпринимательство. Это так называемый налог на добавленную стоимость, который должны были платить все
предпринимателей. Отбив этот налог, вы знаете, массовые акции протеста. После этого начались репрессии. На сегодняшний день в Могилевской области существует повальная конфискация товара у частных предпринимателей. Составляются протоколы и акты. То есть предприниматели фактически поставлены на колени. Это расплата за их протест. Но если предприниматели дальше будут бояться политики, если рабочие будут бояться политики, то у нас по одному нас всех передушат со временем. Не будет рабочих, не будет предпринимателей. Не будет предпринимателей, не будет рабочих. Все, большинство из нас, и органы власти, и органы представители наших внутренних дел одеваются на рынках, предприниматели их одевают. Но государству все мало, государство хочет забрать последнее, покончить с таким независимым классом, как предприниматели, покончить с любым независимым классом и с любой независимой республикой, с независимыми людьми. Живи Беларусь! Добрый день, друзья. Я не отношусь ни к какой из партий, которые здесь присутствуют, не организовал. Я просто посторонний рабочий человек. Я бы вам хотел сказать одно. Мы ваши эти шествия, вот все обсуждаем. И мне хотелось прийти и посмотреть, кто здесь, как здесь. И я пришел, посмотрел. И когда я увидел здесь одного молодого парня, молодого, который работает с нами, он тоже работал. И я понял, дети, это наши дети, быстро, наши, рабочие, что происходит материальная сцена. И скажу, будете вы и будет жить народ. Я прожил, скажу вам, я вышел, потому у меня трясется. В это время, при этой власти, умерла моя мать. Моих детей со школы привозили, сознание теряли. Я последние деньги на лекарства отдавал. Моя семья чуть ли не разрушилась. Я говорю, это сон. Ребята, своих вывозите сюда отцов, матерей. Вот тогда будет. Вас называют отморозки, но вы люди. Спасибо вам. Это непонятно никак. Пускай работает. Это все растет. Свободы не было и нет. Вы получаете по $1 в день. Это всем известно. Вам не дают работать. Тоже всем известно. Если ты начинаешь какое-то дело, ты приходишь на завод. Тебе говорят, коммерческая структура получает на народ. Структура. В общем, слов нету. И говорит, просто больше. Все. Шановні Могилевці, я хочу нагадать, что наш добробыт залежит только не от нас. Чем больше... Не, ну они неправильно Пойду еще раз не забьешь. Давайте, значить, ми так зробимо, як ми домовлялись. Зараз ще одна пісня проспіває перед вами, нас ще 30 хвилин, Мостового Павел, а потім, значить, ми протягнемо на... Гэтыя хлопцы што они там будут? В связи с гэтым я хотел проспевать вам песню, яка присвящається гостям Белорусской Народной Республики. Браты Литвины, белорусы, країна мати кліша нас, я на под гнетом, под примусом, нахабный гади овца, я если отстую волю души, блакитный божий крылешом, взял путь, летит тут сходу рушить, роет двухголовых хрумкашов, роет двухголовых хрумкашов. Культуры нашей мовы суды хвастают, ганьбят и плюют, а домосканые иуды, да их подручными идут, и празднуют снова кровавые нюшки, а лехай ведают яны, что мы Тадеуша Костюшки, мы Калиновского сыны, мы
Калиновской космы. Могли перевакцин. Помним трудность и отвагу, ты что родиму ратовал, и кружаков звериного праку, великий Витов поховал, и борший крич в гарматном крови, и переможная уа, и меж отростка отдаем мы летить, как птиц острова, летить, как птиц острова. И 18-м на всходе снова шагом шерится, як зверь. Понес короны наш народе, рванулся от рабства в БНР. Расте, летит по Белоруссии, наш рук безвольный, рук святый. И нас ведут святые души, повстання слуцкого браты, повстання слуцкого браты. За Беларусь! Браты, повстанем! Радость сердце! И поможет нам Иисус! Он в нашей стране наследничай! И переможет Беларусь! И переможет Беларусь! Тому я запрошаю всіх, хто жадає вище і сказати своє слово. Я хочу поблагодарить представителей горосполкома от имени организаторов митинга. Они у нас здесь присутствуют. Спасибо, что они поддерживают нас, посещают такие наши мероприятия. Но, может, у них есть пару слов сказать что-нибудь людям, когда мы будем уже ходить по проспекту Мира, шествиями, когда мы будем устраивать митинги на площади Ленина. Есть желание у горосполкома, хочет выступить молодой человек, який учится в школе? Мовчать. Нельзя нам істекувався чоловік, який не може вивести країну з кризису. І коли ми будемо терпеть, поглядите, ніхто не так не добивався незалежності. Ни Польша солидарности, кажется, участвовала в незалежности. Ни в Чехии больше, ни в Румынии. Люди за свою свободу, за свой добробыт и шли в бой. Коли мы не будем вести в бой, то мы врешті-решт перетворимося у загальную такую нацию. Хто би хотів ще виступити, шановна коллега? Дайте я. Зараз ще один начальник митинга. Це добре, що все більше і більше виступає людей, які Зинаида Стефановна Батура. Хотел меня застрелить. Посадку на пленку 7 раз в слове. Попросила его снова на митинге, когда присутствовал Лукашенко 31 марта 95 года, обещали разобраться с Коноплем 7 раз. Кричал меня в школе, а потом наконец выставил меня за дверь, угостил меня вином. Слушайте, потом я все-таки добилась, чтобы меня понял прокурор области. Я обратилась в Дудкина, пошла в прошлом году, на День незалежности сижу, ожидаю приема, а он вызвал ОМОНовца, и мне надели наручники. Вот такая у нас сегодня власть, пока будут нас местные бюрократы руководить, значит, мы не добьемся никакой правды. Давайте бороться все за незалежность нашей Белорусской Республики. Спасибо за внимание. Молодец, правильно, правильно. Сейчас задерживает любого человека, можете избить его и остаться, так сказать, невиновным. Людей снимают. Ну, идет конфронтация и к войне Третьей мировой, я так считаю. Потому что он восхищался поступками и правлением Гитлера, как неизвестно. Я его считаю, в общем-то, фашистским наемником. И его поддерживает. Хотел бы честно сказать для дома учителя, душу сказать, знать, дом не стоит, что нас не любит. А нас не любит для дома. Народа Республики,
скажешь, здесь называется северо-западный край. Встреча погоня, до встречи на шестях. Так недолго душим вы над нами лунали, Тяг усім сподарам, что вас тихо продали, так и не потримавши ніколи в руках. И горелку гуляешь, севера, западный край. Вы прабачки дяды, что все разом отдали. Знов червоные божи стервятся в наш дом. Только то, что продали, все одно пронесем. Сколько брудными водами нас не топтали. Спи и горелку гуляй. Севера, западный край. Пастухов с петунами не будет над нами. И народ конюшиною не накормить. А погоня жива и яще будешь жить. Сколько б вы не стирали, я е вечерами. Спи, пи горелку, гуляй. Севера, западный край. Сажать и смахаться шухами. Будем семки лускать и гонять комаров. Будем песни спевать для червоных панов. А все родное снищем своими руками. Спи, пи горелку, гуляй. Северо-западный край. Зараз слово представляется старшине Могилевской области. Шановные сябры, уважаемые могилевчане, щиро віншую вас з цим світлим святом. Жадаю вам щастя, добробиту, поспіхів во всім, що буде в вашому житті. Я впевнений, що тут зібралися лепші люди Могилева. Не все, может, смогли сегодня прийти по разным обставинам, але то, что вы тут, свідчить про то, что Батьківщина буде в любой ситуации оборонена. То есть люди, які готові постояти за її незалежність, не глядячи на владу, на цей терор, який сьогодні відбувається по відношенням до нашої білоруської культури, до наших патріотичних сил. І покуль ми є, Білорусь буде жити. Будемо жити ми. Покуль є хоч один білорус, який змагається за її незалежність, у Білорусі буде будучиня. І це є саме головне, це повинен зрозуміти кожен. Ворогу нам не перемогти. Я не можу часово мешать нам отбудовывать свою державу. Они часово могут мешать отбудовать нам свою экономику. Они часово могут помешать нашему народу усвідомить себе як народ, усвідомить свою историю и свою культуру. А я за ими нема будучини, потому что они манкурты, потому что они не люди, потому что у них нема ничего человеча, потому что у них нема сумления, у них нема гонору, у этих людей. Уся Європа, увесь цивілізований світ сьогодні живе уже по іншим законам, по законам чоловічої моралі, по законам християнських і демократичних коштовностей. Свет меняется вельми худко, динамично. Это не початок веку, это не середина века. И незалежность, воля, демократия непозбежны. И они будут худко.
Конечно, вельми тяжко воспринимать ту речовісність, яка сьогодні є. Тяжко набратися терпіння, тяжко набратися волі. Але це треба зробити. Ми кожен з нас повинні стати людьми. Людьми зватися, сказав Янка Купала. Це наш національний лозунг. Тільки тоді, коли ми усвідомимо себе, як люди, в яких є свій гонор і своя годність, тільки тоді ми переможемо. Я ще раз віншую вас з великим нашим національним святом. Щастя вам і добробуту. Дякую за увагу. Люди, які стояли у високу з этого великого форума, скликали белорусских творений на 200 лет незалежности Белорусской Народной Республики. Теперешняя влада совершает, что близко к этому святу. И зараз самое важное поле дел считается так само уходит участию в белорусских спорах. Сегодня каждый из вас, независимо от того, какой деятельностью он занимается, независимо от того, создать с собой стоит Не знаю, кому это было. нельзя же всех в стране, не пропадая Математичної олімпіади республіканської. От міністерства нічого не потребувалося. Усі гроші ми могли знайти самі. Від них тільки потребувався дозвол. Не дозволили. Навіть математики на білоруській мові бояться. Говорять, нібито не прийдуть діти. Ми провели таку олімпіаду в Могилеві на обласному рівні вже 2 рази. Діти приходять, діти ведають мову, діти хочуть на її виконувати навіть математичні завдання. Хочуть, але от у Могилеві дозволили, а у Менську не дозволили. У нас у Беларусі не існує до гэтага ні одної вищої навчальної установи беларускамоўнай. І товариство беларускай мови змагається за те, щоб перший такий університет беларускамоўний був відкритий. Уже зібрано по Беларусі коли 15 тисяч підписів за те, щоб він працював. До речі, збір підписів протягується. Той, хто хоче поставити цей підпис, потім підійде до мене, поставить підпис за те, щоб на Беларусі існував беларускамоўний університет. Перший такий. У Могилеве нам не дают возможности открыть один только белорусскомовный класс. Дети есть, наставники есть. Треба знайти только помешкання. Не знаходится. Мы говорим добре, мы сами зносим помешкання. Дайте только дозвол. Не дают дозвол. Не дают. Преступники! Справді, як можна назвати тих людей, які не дають людям говорити народною мовою? Я думаю, что лёс нашей мовы, лёс нашей краины хутко зменится. Зменится, когда мы... Где милиция? Кем платишь руки? Слово для выступления представляется молодого фронта Дьячкова нет. Милиция, проводите, пожалуйста, сюда. Шановні супротивники міліції, нагадую, що ви повинні ховати порядок, не дозволені. Ніяких ексцесів нема. Шановні супротивники міліції, ще раз нагадую, що не дозволені. Коли б не було Білоруської Народної Республіки, об'єднаної в 18 році, то не було, я нагадав на тим бабусі, і в СССР. Така була форма. Слово представляется Сергею Фомину, это керовник Свободного профсоюза приватных предпринимателей Могилева. Уважаемые друзья, я хочу сказать несколько слов от имени частных предпринимателей нашей республики. Почему-то многие частные предприниматели боятся слова политика, боятся идти в политику. Но являясь независимыми людьми в диктаторском существовании диктаторского режима, ни один режим не может дать нормально существовать, нормально жить людям, которые являются как бы в чем-то независимым от государства. Но сейчас индивидуальные предприниматели мелкого бизнеса, которые абсолютно не завися от государственных вложений каких-то, независимо от кредитов, то есть за свои деньги работают, не просят ни у кого работать, работают и вносят в казну республики
вносит определенные и не такие уж малые суммы, этих предпринимателей начали душить, потому что они боялись политики. Боялись политики, а политика делает экономику. Поэтому и наш режим, наши власти приняли очень крупные большие шаги против предпринимательства. Как душили рабочих и как ввели 29-й декрет, который позволяет всех сделать на коротком поводке, то есть всех посадить на контракт, чтобы ни один рабочий не мог сказать ни одного слова, так и предприниматели стали душить различными законами, сделав из всех преступников. На сегодняшний день, вы знаете, предприниматели нашли силы, чтобы отбить непомерный налог, который не продумал или подумал, то есть специально ввели, чтобы задушить все предпринимательство. Это так называемый налог на добавленную стоимость, который должны были платить все предприниматели. Отбив этот налог, вы знаете, массовые акции протеста. После этого начались репрессии. На сегодняшний день в Могилевской области существует повальная конфискация товара у частных предпринимателей. Составляются протоколы и акты. То есть предприниматели фактически поставлены на колени. Это расплата за... Это не я выдумал. Это Серега сказал. Костерчик, это самое. А что там костерчик-то? Юра, кучку вон. А что в костерчике-то? И кучку тоже. А, вон тот шашлычок? Ага. Сделаем сейчас. Еще есть, да? Ух ты, какая красота. А что там? О, скоро угольки подозреют. Нет, но здесь красота намного лучше. Есть камеры, Саши нет.